Добыча и переработка урана – основа развития атомной отрасли нашей страны. Здесь ежедневно работают тысячи людей, сталкиваясь с воздействием излучения. В связи с этим вопросы обеспечения медицинской безопасности, контроль состояния здоровья и защита персонала становятся ключевыми. А на фоне подготовки к строительству первой АЭС эти вопросы приобретают особую остроту. Как выстроить надежную систему защиты от невидимой угрозы и кто создает радиационный щит для нашей атомной отрасли? Об этом в нашем репортаже. Институт радиобиологии и радиационной защиты – это единственная научная база такого профиля в нашей стране. Ученые ведут здесь исследования в области радиационной гигиены и медицины. Их работа направлена на защиту населения и подготовку лучших кадров, чтобы мирный атом служил людям без риска для здоровья. Радиобиология және радиациялық қорғау ғылыми зерттеу институты Астана медициналық университетінің бір құрамдас бір бөлігі болып саналады. Бұл институт 22 жыл бұрын академик Полат Қазымбетұлының бастамасымен құрылған институт. Ол негізінен осы халықтың медициналық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады. Сол бағытқа сәйкес жоғарғы білікті кадрлар дайындайды. История современной отечественной радиационной науки началась в Степногорске более 20 лет назад. В то время условия на местных заводах были крайне тяжелыми для рабочих, поэтому требовались специалисты, способные оценить уровень угрозы и успешно противостоять ей. Кеңес өкіметі құлағаннан кейін Қазақстандағы өндіріс орындары бірденен жұмысын істей алмай, қиын жағдайлар болған кез болған. Сол кез 2001 жылда уран өндірісіне байланысты біз Степногорск қаласына барған кезде, сол жердегі жұмыс істеп жатқан жұмысшылардың, халықтың уранға байланысты қандай денсаулыққа әсері бар мәселелерді сол тексеруге тура келді. То, что радиационное излучение опасно для здоровья, было известно еще давно, однако тогда ученые не до конца осознавали степень угрозы и не понимали, как защититься от нее. Все обычно приходим к одному выводу. Вредность доказана или не доказана, но надо как можно уменьшить, довести. Надо, чтобы люди не получали никакой дозы. Вот об этом речь идет. Теперь вот Полат Қазымбетович взялся за это дело. В 2003 году по инициативе академика была организована большая научная конференция. На встречу пригласили ведущих ученых из Казахстана, России и других стран. Это помогло определить главные проблемы и пути их преодоления. Ал бір жылдан кейін 2004 жылы осы институт құрылды. 2004 жылы. Содан бері қарай оннан астам конференция өткізіліп, ол конференцияларда біз жасаған жыл сайынғы жұмыстарды сол жариялап, басқа елдерден ғалымдар шақырып, осы саланы біз ары қарай жүргіздік. Сегодня здесь проводят сложнейшие фундаментальные и прикладные исследования. Главный приоритет – медицинская безопасность каждого гражданина страны. Для этого, среди прочего, ученые разработали особый электронный регистр. Охрана здоровья работников и населения уранодобывающих регионов Республики Казахстан осуществляется путем радиационного мониторинга системного, радиационных воздействий и динамического наблюдения за состоянием здоровья людей. В 2014 году в НИИ радиобиологии и радиационной защиты была создана база данных «Отраслевой радиационно-эпидемиологический регистр». Это электронная база данных, которая в настоящее время включает в себя более 40 тысяч человек, включая работников урановой отрасли, нефтегазовой промышленности, а также населения урановорудных провинций. Именно благодаря этой системе ученые смогли оценить масштаб и потенциал невидимой угрозы. Ведь еще каких-то 30 лет назад ученые активно спорили о том, насколько опасны продукты распада урана, просто потому, что не хватало данных, которые есть у специалистов сегодня. Мы не можем просто, понимаете, не хватает нас статистики для того, чтобы сделать эти выводы. Потому что низкие уровни облучения, они не вызывают непосредственных эффектов. Они вызывают отдаленный эффект.
В свете развития атомной энергетики эта работа становится особенно важной. Мониторинг здоровья персонала группы А – один из главных приоритетов, поэтому ученые ведут долгосрочный анализ всех рисков для работников атомной отрасли. Это помогает разрабатывать меры профилактики и реабилитации. На основе данных регистра совершенствуется и вся нормативная база страны. Соған сәйкес, осы институттың базасында салалық радиациялық эпидемиологиялық регистрдің модулі жасалынды. Қазіргі таңда осы модульмен біздің ғылыми қызметкерлер жұмыс атқарып жатыр. Ол модульдің негізгі базасында радиациялық қауіпті кәсіпорындар, атап айтқанда уран өндірісі, мұнай газ саласы және оның маңында тұратын халықтың жалпы алынған дозасы, яғни жинақталған дозасы, медициналық биологиялық мәліметтері қамтылған, сол бағытта жұмыс жасалып жатыр. Система отслеживает состояние их здоровья на постоянной основе. Помимо этого, мобильные комплексы и современное оборудование позволяют анализировать радиационную обстановку даже в самых отдаленных населенных пунктах. Исследователи изучают, как радиоактивные элементы мигрируют в воздухе, почве и в воде. Это помогает заранее оценить все риски для местного населения. Нашим институтом в данный момент проводятся мониторинги концентрации радона в жилых помещениях и социальных объектах. В социальных объектах мы рассматриваем такие, как школы и организации, то есть общественные организации. В последующем это у нас идет оценка дозовой нагрузки от радона и дочерних его продуктов распада на население, да, или же на групп лиц, то есть это критических групп населения мы рассчитываем. Вот. Ну и в последующем, если имеются какие-то превышения концентрации радона, да, то мы даем методические рекомендации согласно гигиеническим нормативам. В частности, это касается и важнейшего для Казахстана нефтегазового сектора. При добыче нефти в трубах и цистернах постепенно накапливаются радионуклиды. Это создает угрозу для здоровья операторов и мастеров. По заказу «Казмунайгаз», Министерство охраны окружающей среды, Министерство образования и Министерство здравоохранения. По результатам в рамках этих исследований были проведены пешеходная гамма-съемка территории, радиационный контроль рабочих мест, изменение концентрации РО радона, а также изучена заболеваемость работников нефтедобывающих предприятий. Раньше нефтяники часто не верили в наличие такой проблемы, но исследователи смогли доказать важность радиационного контроля на месторождениях. Благодаря этой работе в крупных компаниях появились собственные службы радиационной безопасности. Біз соны бірінші рет Казмунайгазға айттық, осындай проблема сіздерде болу керек десек сенбейді. Біз сол 2004 жылдан бастап сол мәселемен айналысып, қазір газ мұнай саласында ондаған, 20-ланған группалар ашылып, жаңағы радиациялық топтар сол мәселені анықтап, өздерінің жұмысшыларына жаңағы соларды дұрыстауға ашылып жатыр. Радиациялық топтар. Вот соны аштуға біз мұрындық болдық. Однако опасны не только сами радиоактивные элементы, но и продукты их распада. Одной из главных скрытых угроз для населения остается газ радон, образующийся при распаде урана. Он без цвета, да, без запаха. Вот, соответственно, его мы обнаруживаем только за счет радиометров. Вот, и чем опасен сам радон? Как раз-таки дочерние продукты радона, когда человек вдыхает его вовнутрь, да, то есть мы получаем внутреннее облучение. То есть это у нас альфа-излучатели, которые как раз-таки влияют на системы, наши органы, да, и приводят к дополнительному внутреннему облучению. Проблема и угроза радона актуальна во многих регионах, поэтому этим вопросом занимаются как у нас, так и за рубежом. Так, ученые из японского университета Хиросаки проводят на территории нашей страны глобальное исследование в этой области. Вместе с казахстанскими коллегами они выяснили, что обнаружить опасный радон мешает другой, очень похожий на него газ. We've identified hidden player in this story.
Мы выявили скрытого участника этой истории – газ под названием Тарон. Его можно назвать менее известным родственником радона. Выяснилось, что Тарон часто вмешивается в стандартные измерения радона, из-за чего данные могут искажаться и терять точность. Наша совместная команда с коллегами из Казахстана разработала новый метод, позволяющий четко различать эти два газа. Это дает более точное понимание реального уровня риска для жителей. Результаты этих исследований уже меняют жизнь в опасных регионах. В некоторых школах уранодобывающих предприятий были зафиксированы серьезные превышения концентрации радона. По совету специалистов там установили новые системы вентиляции. Теперь дети учатся в безопасных условиях, соответствующих всем нормам. Для максимально точной оценки рисков ученые используют масштабные эпидемиологические исследования. Они сопоставляют данные о радиации с реальными показателями здоровья тысяч людей из той самой электронной базы, разработанной учеными института. Такой подход помогает выявить наиболее уязвимые группы населения. В таких исследованиях важна предельная точность. Нам удалось выделить группу с повышенным уровнем воздействия в некоторых населенных пунктах. Но для научной достоверности нужна и контрольная группа – люди с минимальным уровнем влияния. Именно с ней сопоставляют результаты. И когда первая выбранная площадка не дала достаточного объема данных, команда не стала упрощать задачу. Специалисты пересмотрели подход. Сейчас они ищут новые территории, чтобы сохранить высокий уровень исследования. Именно такая внимательность к деталям и задает стандарт этому проекту. Для проведения таких точных работ требуется сложное, дорогостоящее оборудование и высококвалифицированные специалисты. Сегодня лаборатория осуществляет методическую и консультационную поддержку прикрепленным магистрантам и докторантам, а также проводит радиохимические и радиоспектрометрические исследования. Лаборатория радиохимии и радиоспектрометрии аккредитована в соответствии с требованиями стандарта 17025 ISO-MEC. В частности, мы выделяем изотопы урана, тория, радия, свинца и полония. Кроме того, в лаборатории проводятся анализы по определению содержания урана в образцах, биологических образцах, в частности в образцах мочи человека, а также проводятся исследования по определению содержания тяжелых металлов в воде и пищевой продукции. Для оценки радиационной обстановки в институте имеются дозиметры и радиометры, предназначенные для измерения мощности дозы гамма-излучения, в том числе высокочувствительный масс-спектрометр Agilent 7800. А вот для замеров в полевых условиях ученые используют мобильные мониторы. Они обладают сверхвысокой чувствительностью и минимальной погрешностью. Современные приборы позволяют видеть и сигнализировать о том, что скрыто от глаз, однако для их правильной работы все равно нужны специалисты, способные понимать эти сигналы. Поэтому главной ценностью института остаются высококвалифицированные научно-педагогические кадры. Институт готовит молодых специалистов разных уровней, начиная обучение бакалавра по специальности радиационная, то есть по специальности общая медицина, по дисциплине радиационная безопасность в медицине. Кроме того, мы реализуем подготовку магистрантов и докторантов по направлению, по специальности биология. И мы являемся единственным университетом, кто реализует образовательную программу докторантуры в биологии. Ежегодно в институте проходит обучение около 2000 будущих специалистов. Уникальные программы докторантуры по радиобиологии не имеют аналогов в стране, а это подтверждает высокий авторитет казахстанской науки на мировой арене. Кроме академической подготовки, институт занимается повышением квалификации по радиационной безопасности резидентов, а также специалистов, кто работает в области использования атомной энергии. Кроме того, совместно с экспертами МАГАТЭ были разработаны программы учебные по радиационной защите в медицине в направлениях интервенционная радиология, лучевая терапия, лучевая диагностика и ядерная медицина. Еще также разработан специализированный учебный курс для медицинских физиков с акцентом на практический аспект по радиационной защите, дозиметрии и по обеспечению радиационной безопасности. Таким образом, в институте сформировалась мощная отечественная школа радиобиологии. Ученые подготовили десятки докторов и кандидатов наук. И именно они станут основой кадрового потенциала для первой казахстанской АЭС и атомной отрасли в целом. Осы 22 жылдың ішінде осы бағытты, ғылыми бағытты ары қарай жүргізгеннің арқасында бізде
20 шақты доктор кандидаттар дайындалды. Олар негізінен осы Астанада біздің университетте және Алматыда, Семейде, Қарағандыда, Петропавлда жұмыс істеп жатыр. Оларды біз кандидат ретінде, доктор ретінде дайындап, осы жерден шығардық. Қазақстанда атом электростанциясы уже құрылысы басталып жатыр. Ал соған байланысты осы біздің дайындаған мамандар өте керекті жағдай болады. Наличие сильной научной школы позволяет Казахстану уверенно подходить к вопросам ядерной безопасности. Квалифицированные кадры сегодня необходимы для выстраивания четкой системы медицинского сопровождения в атомной отрасли. Ученые детально изучают влияние среды на человека, уделяя особое внимание защите организмов даже от самых минимальных рисков. В НИИ радиобиологии и радиационной защиты проводят значимые исследования последствий воздействия ионизирующего излучения на персонал предприятий урановой промышленности и население уранодобывающих регионов, внедряя при этом современные подходы к оценке рисков и профилактике заболеваний, а также организует международные конференции с участием специалистов из Японии и России. Основным направлением кооперации будет являться охрана здоровья населения и персонала, включая профилактику и своевременное выявление злокачественных новообразований, а также проведение генетических исследований, в том числе по оценке уровня индивидуальной радиочувствительности организма человека. Однако опасность для здоровья представляет не только само излучение. При обогащении урана используются крайне токсичные вещества, сравнимые по действию с ртутью или мышьяком. Такая химическая нагрузка в сочетании с радиацией может привести к тяжелым заболеваниям спустя годы. Поэтому главная задача медиков – заметить угрозу еще до появления первых симптомов. Поэтому изучение состояния здоровья рабочих персонала группы А является приоритетом, я считаю, в работе нашего радиобиологического института, поэтому он называется радиационной защитой. То есть мы должны вовремя выявлять эти заболевания не на стадии уже онкологии, а даже на стадии предраковых заболеваний. Ранняя диагностика – лишь часть масштабной системы защиты. Для предотвращения любых внештатных ситуаций казахстанские ученые используют не только свои наработки, но и лучший мировой опыт. Сегодня институт выступает главным партнером крупнейших международных организаций в сфере атомной энергии. Мы тесно взаимодействуем с Международным агентством по атомной энергии. В рамках сотрудничества был реализован национальный проект по созданию национального учебного центра с референс-лабораторией по радиационной безопасности в медицине. Кроме того, институт сотрудничает с рядом зарубежных научных центров и университетов, включая Северский биофизический научный центр, университеты Японии, такие как университет Хиросаки, Хиросима и Цукуба. Совместные исследования с университетом Хиросаки позволяют не только внедрять передовые японские технологии в Казахстане, но и использовать наш накопленный опыт для решения подобных проблем в Японии. Это не просто обмен документами, а реальная работа ученых в лабораториях и на местах. Такой подход делает научный поиск максимально эффективным и поднимает отечественную науку на новый уровень. This is not just local study. It's a massive joint research effort. Речь идет не о локальной работе, а о крупном международном исследовании. Команда университета Хиросаки выстроила тесное взаимодействие с ведущими специалистами Казахстана. В проекте объединены передовые японские технологии измерений и глубокое знание местной специфики, географии и задач системы здравоохранения. Недавно сотрудничество вышло на новый уровень. Подписано официальное соглашение с медицинским университетом Астана. Это постоянный обмен опытом. Исследователи из Астаны уже побывали в Хиросаки, где прошли специализированное обучение методом высокоточного измерения радона. Так формируется полноценное двустороннее движение знаний. С началом строительства атомной электростанции совместно с Росатомом сотрудничество ученых наших стран становится еще более тесным. В рамках действующего договора о научном сотрудничестве Северский биофизический научный центр и НИИ радиобиологии и радиационной защиты планирует активизировать совместные исследования по радиационной безопасности, объединяя обширный российский опыт с уникальными данными Казахстана. Сотрудничество направлено на укрепление научного потенциала обеих стран, что создает основу для повышения стандартов радиационной безопасности и защиты здоровья работников и населения.
Развитие атомной отрасли требует строжайшего научного контроля на всех этапах. Использование международного опыта и современных методов мониторинга сводит риски к минимуму. Казахстан готов к развитию атомной энергетики именно благодаря труду своих ученых. Знания и технологии превращаются в надежный щит, и научно-исследовательский институт радиобиологии и радиационной защиты обладает достаточным для этого потенциалом.